Одним из важных событий уходящего года были выборы в органы местного самоуправления. Продолжаем знакомить вас с главами собраний. На этот раз у нас в гостях глава собрания Сухумского района Астамур Авицба. Будем говорить о том, какими вопросами займется новое собрание. Здравствуйте, спасибо, что с нами здесь в студии. Здравствуйте, Нала. Начнем, наверное, с того, вообще, какие задачи в первую очередь сейчас перед новым собранием, перед новым составом. Вы уже начали работу и сформированы комиссии. Расскажите, пожалуйста, с каких задач? Да, с каких задач? После того, как мы уже вступили в свои полномочия, мы изначально начали изучать регламент собрания, это документ, по которому будет работать собрание на протяжении 5 лет. При изучении регламента мы внесли туда много поправок по статьям и дополнений. Могу примеры привести даже определенных дополнений, которые уже соответствуют нашему времени, можно даже так сказать. То есть правила изменятся. Расскажите вкратце, о чем идет речь. Да. Я вам сейчас озвучу. Например, одно из дополнений, что считаю я и мои коллеги посчитали необходимым, именно об открытости депутатов собрания, открытости к своим избирателям. К этому мы добавили определенный пункт, что депутаты собрания раз в месяц в администрациях сел будут принимать граждан, то есть своих избирателей. Это, то есть, в любом случае будет распространяться на каждого депутата по месту проживания, по администрациям сел. Также одно из дополнений – в случае форс-мажорных обстоятельств, то есть депутат, если отсутствует на заседании, он имеет возможность с помощью видеозвонка, то есть проголосовать за тот или иной какой-то определенный проект или определенное решение. То есть максимальная вовлеченность и участие в жизни района. Вот поправка о том, что каждый месяц каждый депутат обязан принимать жителей, очень интересная, потому что мы все часто сталкиваемся с тем, что в предвыборный период мы знакомимся с кандидатами, а потом вот некоторые даже не знают, кто у них по округу вообще избран. Именно мы поставили на это все акцент, имеем такой наглядный, горький опыт по этим ситуациям, тоже ведь являлись жителями, сельчанами депутатов наших, и видим, что это необходимо. И все наши коллеги поддержали такую инициативу, и будем добиваться того, что без определенных каких-то нарушений раз в месяц, как положено, и все жители знали, это будет даже происходить, скажу вам, примерно так. Жители, чтобы понимали, что вот раз в месяц, в первую неделю месяцев по пятницам депутат на местах при администрации, то есть день открытых дверей, где они могут прийти с проблемами, потом депутат с этими проблемами уже придет в собрание, к главе администрации, будем уже понимать, как поэтапно это все будем решать. Какие вопросы вы планируете рассматривать в собрании? Вы как сельчанин, человек, который жил и продолжает жить в селе Ишера. Расскажите, пожалуйста, вот что волнует людей, над какими вопросами вы в первую очередь планируете работать? В первую очередь над вопросом именно всех людей волнует, у нас село, сейчас могу тогда уже начать говорить о Сухумском районе в целом, что он из себя представляет, и объясню тогда, все проблемы и вопросы вообще наших граждан. Сухумский район по площади, он 1523 квадратных километра. Население Сухумского района составляет 11,5 примерно тысяч человек. У нас в Сухумском районе более 60 населенных пунктов. Сами понимаете уже от этих цифр, что плотность населения, то есть на 1 квадратный километр составляет, кажется, 7,5 человек. Но это минимальное по всей Абхазии, в принципе, территориально. А вы сравнивали с другими районами? Да, конечно. Да, то есть самое минимальное самое минимальное в Сухуме. Но это учитывать надо тот момент, что сам город Сухум, границы города Сухума никак не относятся к Сухумскому району. Это без города Сухум. Говорят чисто о районе. К чему это я все говорю? Я понимаю сам для себя, что происходит определенный отток с района. А с чем связан отток населения? Он очень пострадавший район, то есть во время боевых действий 92 года, 93-го, и говорит о том, что у нас в Сухумском районе очень сильно пострадала как и инфраструктура, так и сельское хозяйство, и также определенные виды определенного производства. То есть нет
предприятий, там, баз отдыха, которые работали. Нет возможности находиться уже на местах жительства в определенных селах. Более 60 сел. За ними очень сложно смотреть. Все мы понимаем. Первоочередным, что для каждого депутата и вообще для каждого жителя района является, это инфраструктура. Это говорится о том, что дать возможность даже самостоятельно существовать у себя на селе. Говоря это дороги, свет и вода. Это является первоочередным, как по мне, фактором, что нужно приводить в порядок. С этим очень большая у нас проблема не только в Сухумском районе, а по Абхазии в целом. Мы видим определенные импульсы, видим, как борются с этими проблемами, и какие-то задачи снимаются. Это очень положительно, на это все смотрим, но хотим продолжать в таком же духе и, наоборот, нарабатывать определенный темп. И это говорит о том, что в первую очередь наладить инфраструктуру, поддерживать сельское хозяйство, развивать сельское хозяйство. Сухумский район, он расположен на побережье Черного моря. У него есть прибрежная линия, где в советское время был туризм очень сильно развит, то есть крупные объекты стояли туристические на уровне даже всего Союза, как на примере нашей спортбазы, нашего военного санатория и так далее. Нужно развивать, нужно вовлекать и инвесторов, развивать туристическое направление. Вот очень сильно мне обидно за ту ситуацию, что вот именно в Сухумском районе никак турмаршруты не развиты. У нас очень много достопримечательностей, которые недоступны туристическому рынку. Я сам по себе очень много лет проработал в туристической сфере и наглядно это все вижу и понимаю. То есть у нас достопримечательностей очень много, которые мы не показываем нашим гостям. Был же конкурс интересный. Я участвовал в нем. Скажу вам даже больше. Я писал проект, написал, и проект мой заключался... Гостеприимная Абхазия, в этот проект имеете в виду? Он именно в этом и заключался. Я туристическое кольцо села Ишера писал проект именно по этой тематике, потому что там достопримечательностей очень много, и они просто не то, что не развиты, они просто уже заросли, и к ним даже например, в двух словах, нет. о каких достопримечательностях? Я вам скажу, даже за села Ишера у нас есть дольмены, есть крамлехи, есть пещеры, есть родники, есть сероводородные источники, горы, реки, море, то есть их очень много. Только дольмены, музеи, уже это интересно, уже это интересно. Вы понимаете, статус дольмена, он раньше египетских пирамид, и он просто вот заросший, куда доступа человеческого никакого нет, и мы-то о нем знаем, никакого маршрута по ним нет. А перспективы, конечно, колоссальные. А судьба вашего проекта? Судьба моего проекта, я как понял, что она заморожена. Будем надеяться, что какой-то импульс или какая-то другая возможность, потому что это очень интересно. Это даже не касаемо моего личного проекта, я говорю в целом, что я вижу эту картинку, что она необходима. Вообще в целом нашему району и стране, конечно, также. Может быть, как руководитель собрания, у вас появятся какие-то возможности теперь, самостоятельно расчистить эти территории. Тут же не надо какую-то особенную инфраструктуру. Идей, конечно, будет очень много. Это все ведь заключается еще в поддержке финансовой, к чему мы тоже вернемся. Обязательно поговорим про бюджет, но мне бы немножко назад хотелось повернуться. Вы отметили, главные проблемы — это инфраструктура, дороги, водоснабжение. Да. Вот это две ключевые задачи. По поводу дороги, Ишерская дорога, о которой часто говорили, я знаю, что там стратегическая дорога. Целиком она не отремонтирована, но какой-то очень важный участок за последнее время удалось сделать. Да, и он имеет важное значение для района в целом. В 2,5 километра был отремонтирован участок, то есть заасфальтирован, и вот в этом году это для нас такое очень радостное событие, что мы даже по сей день не можем в это поверить, потому что тут в советское время даже у нас не было там асфальта, и вот на сегодняшний день ремонтные работы по укладке асфальта подходят почти к своему концу. И эта дорога стратегически запустится, я думаю, до Нового года. Это важное событие для района. Это колоссальное событие, потому что эта дорога будет проходить по береговой линии района, и это будет импульс для развития района, для привлечения туристов, для создания уже определенных объектов, для размещения и так далее. Потому что до этой ситуация была очень плачевной. Хотя локация самого района, местоположение находится
на берегу моря, между двумя столицами, то есть культурной столицей Новым Афоном и столицей городом Сухум в 10-15-минутной доступности. А в связи с тем, что проблема была с инфраструктурой, эта доступность очень сильно увеличилась и была непривлекательной. Я думаю, через пару лет мы все будем наблюдать, как жизнь в этом районе, это непосредственно даже могу подметить, село Шицквара, как жизнь просто будет меняться на глазах и будет всех нас радовать. Ну и в плане разгрузки основной, конечно, основной трассы. Дороги. Самого сложного участка, подспорье. в принципе, у нас, это, ну, как так называемый тещин язык, и вот Верхняя Ишера, где это очень частое ДТП, и тем более в зимний период времени. Разгрузит, бесспорно разгрузит. Однозначно. И будем ждать, вот будем следить за тем, как жизнь в селе будет меняться. Вы сказали, что через года 2 мы уже сможем Да, я сам житель именно этого района. Увидеть этот эффект. Там родился и вырос, и наглядно вижу эту проблему, и наглядно вижу даже будущую картинку, понимаю перспективы. И, конечно, со своей стороны будем способствовать всему этому. Хочется, чтобы таких проектов успешных и реализованных было больше. И мы начали немножко разговор про какие возможности экономические. Этот ремонт проводится не за счет собственных средств района. Да, это инвест-программа. Но что может район сам? Есть ли вообще какие-то возможности, резервы у района? Я расскажу вам. Бюджет уже рассматривали? Расскажите. Вот я вам расскажу. Вот у нас прошло первое заседание. Мы утвердили наш регламент, разобрали комиссии, утвердили председателей комиссии, членов комиссии. Завершили. Сегодня, на сегодняшний день, мой комитет по бюджету занимается именно рассмотрением бюджета на 26 год. То есть бюджет нам спустили, мы его рассматриваем. Ну, могу ознакомить с цифрами, он еще не принят, может, преждевременно, но факт. Это планируемый, параметры, планируемый, в принципе, на 26 год по расходам. Или, скажу, в совокупности бюджет собственных средств... И доходы, и расходы посмотреть. Все, я сейчас озвучу. Бюджет собственных средств на 26 год составляет 143 миллиона рублей собственных средств. Остальные средства в размере 105 миллионов рублей представляют из себя, то есть дотации, субсидии и субвенции. Дотации в размере 76 миллионов рублей, субсидии в размере 27 миллионов рублей и субвенции 1,8 миллионов рублей. Очень плачевная ситуация. В совокупности расходная часть составляет 253 миллиона рублей на 26 год. Более 50% бюджета Сухумского района в расходной части приходится на фонд заработной платы. Это 137 миллионов рублей запланированных. Ну, наш бюджет Сухумского района оставляет желать лучшего. Да. Доходов касаемо не собственных доходов, вот я вам хочу озвучить ту ситуацию, с которой мы знакомы еще с 22 года, как жители села Ишера, многие, как предыдущий созыв моих коллег-депутатов. У нас есть там одна острая проблема. У нас собственные доходы, а бюджетообразующая одна компания у нас была в Сухумском районе, это Апсны Дьюти, я думаю, всем известная компания, это Duty Free. Да, магазин беспошлиной торговли. Он составлял до 70% собственных средств Сухумского района. На сегодняшний, с 22 года Апсны Дьюти, он зарегистрирован в Сухумском районе, то есть мы помним эту историю. С 22 года, то есть Апсны Дьюти пополняет бюджет Гагры, города Гагры. Вот мы считаем, как жители села, на сегодняшний день, как депутат собрания и мои коллеги, это для нас острой проблемой, и мы считаем, что нужно все вернуть на круги своя. Потому что в этом мы очень сильно нуждаемся, и это острая для нас необходимость. Прибыль, я интересовался, в Сухумский район на 22 год от 95 до 98 миллионов рублей приносила ежегодно. Да. И теперь мы, конечно, все прекрасно понимаем, их датируют, то есть дополняют, но в случае на сегодняшний день, что эта цифра была бы, может, даже в двукратном размере увеличена собственных средств, и мы не нуждались бы в дотации от государства. Государство помогало бы нам уже целевыми субсидиями или субвенциями. Вот такая у нас ситуация. Нам искренне, как и жителям, еще раз подчеркиваю, как и депутатам, очень обидно за эту историю, но мы хотим вернуть справедливость, мы разрабатываем, мы изучаем этот вопрос и грамотно, думаю, к нему подойдем, и мы будем услышаны нашим руководством страны. Вы один из мотивов сами озвучили. Государство восполняет, датирует, да, вот с помощью дотации восполняет вот эти потери бюджета Сухрайона.
Но, на ваш взгляд... Мы могли бы самодостаточными быть, и дотации ведь происходят именно по той сумме, которая была на 22-23 год. Да, дотации растут ежегодно. Но собственные средства могли бы... То есть это несоразмерно с тем, что вы сами могли бы заработать, если duty-free отчислял бы налоги... Государство могло бы нам приносить субсидии на развитие школ, детсадов и так далее. То есть целевое назначение средств спускать. А мы могли бы обходиться на определенный период без дотаций, потому что, еще раз подчеркиваю, duty-free был бюджетообразующим. Но есть ли сейчас какие-то крупные объекты, которые являются вот такими... Такого уровня объектов у нас в районе нет, но могу основные перечислить, в принципе. Давайте 3 вот крупных налогоплательщика Сухрайона. Сухумгэс, ИРЭН. ИРЭН — это Роснефть. Это Роснефть, получается, и Абхазберегозащита, Абхазстоп. А глэмпинг, который находится на территории Сухрайона, он не приносит такой прибыли? На сегодняшний день я пока с цифрами этими не знаком по глэмпингу. Но это единственный глэмпинг у нас в Сухрайоне. То есть начали развивать туристическое направление в сельской местности, в селе Дзигуда. Радует ситуация. Радует, действительно. Вы сейчас сказали, что дорога почти отремонтирована, до конца года работы завершат. Прибрежная полоса, берег моря, были объекты всесоюзного значения, это спортивная база. Что с туризмом происходит в районе? Видите ли вы какой-то импульс за последнее время? Импульс, он есть. Импульс идет, вот как мы замечаем эту тенденцию со стороны Нового Афона и со стороны города Сухум. Мини-гостиницы, коттеджные комплексы только начинает развиваться. Вот не хватало именно вот этой инфраструктуры, на что я очень сильно надеюсь, что импульс будет колоссальный в перспективе. Действительно, как эксперты говорят, уже вот городской отдых, туристам что-то интересное нужно создавать. Я на эти вещи смотрю вообще с другого ракурса. Городской отдых или вот гостиничные комплексы я не так приветствую, как приветствую именно агротуризм. И вот для этого расположение именно Сухумского района идеально подходит. Надо развивать эти направления. Тем более вы говорите, что много неиспользуемых территорий. Конечно. Сейчас, как вы видите вообще вот с появлением вот этой дороги, с ремонтом этой дороги, как быстро это? 1-2 вы сказали? Я на это рассчитываю и очень сильно надеюсь. Все об этом и говорит. Возвращаясь к бюджету, какие еще интересные параметры в проекте бюджета, которые еще должны принять, но тем не менее вот основные какие-то показатели, на которые вы обратили внимание? Это запланированный бюджет. И именно те цифры, которые сегодня есть по собственным средствам, они нас очень сильно волнуют, потому что это в таком дефиците мы находимся и в дотационном считаемся районом. Эту ситуацию мы первоочередным хотим исправить всеми путями. Мы, в принципе, собираемся с коллегами моими разработать именно стратегическое развитие района на 3-5 лет. Мы создадим этот документ, уже будем и с главой как-то сотрудничать и согласовывать, и идти по какому-то пути, то есть создадим дорожную карту. Но первоочередным, вот за что я сказал, нужно экономически решать вопрос именно Сухумского района, чтобы уже устранять остальные все задачи и проблемы, потому что, как я подчеркнул ранее, у нас более 60 населенных пунктов, и они все очень сильно нуждаются в определенного рода инвестиций и определенного рода поддержки, так же, как и в социально очень много уязвимых слоев населения. А какие вот самые болевые точки вы отметили бы? Вы сказали, что много населенных пунктов и инфраструктура устаревшая, и дороги вы в первую очередь это имеете в виду? Это в первую очередь. Сельское хозяйство. У нас именно географически и вообще территориально расположен Сухумский район для ведения сельского хозяйства, то есть есть все возможности. И в советское время, мы все знаем, Сухумский район был очень знаменит и богат именно ведением сельского хозяйства, колхозами, цитрусы, колхозы, совхозы и так далее. Акцент надо ставить на это. Как по мне, в Абхазии нужно ставить акцент на агротуризм, экотуризм и на сельское хозяйство. Вот 3 для меня таких направления первоочередных. И поддержку на местах, именно тем слоям населения, которые сегодня проживают на местах, в сельскохозяйственных направлениях программ, побольше их надо давать. Надо дать возможность населению зарабатывать у себя дома и уже давать что-то давать
стране продукт на рынок. 500 миллионов предположительно в следующем году на развитие сельского хозяйства будет направлено. Это по программам Минсельхоза. Я рассчитываю на то, что Минсельхоз Сухумский район тоже не обидит. И район же тоже сам же тоже выделял какие-то средства небольшие. В этом году запланировано 3 миллиона, могу сказать, на сельское хозяйство. Но мы сами понимаем, это ни о чем для такого района. Вы имеете в виду 25-й или 26-й? Действительно мало, но может быть с расчетом на то, что Министерство сельского хозяйства... Я тоже думаю, что это будет именно так. А вообще о возможных рычагах, которыми обладает собрание района, насколько вы вот отметили болевые точки, проблемы, действительно чувствуется желание эти проблемы решить как человек, который в этом селе живет, но насколько вы это можете вот влиять на ситуацию, на принятие решений? В любом случае собрание — это тот орган, который в первую очередь должен следить за исполнением бюджета. Вот тот бюджет, о котором мы говорим, запланирован на 26-й год. Почему я спрашиваю? Потому что представители разных собраний, которые к нам приходят, одни говорят о том, что у нас недостаточно полномочий. Мы проблемы видим, мы знаем, на что надо обращать внимание, но не всегда нам хватает полномочий в рамках собрания. Другие говорят, что полномочий достаточно, лишь бы было желание работать и действовать. Вот вы на какой стороне? Я вам скажу так. Я не могу это на сегодняшний день давать этому оценку, потому что я только начал работать, и впервые стал депутатом, и еще председателем собрания. Когда я столкнусь со всеми проблемами, и когда я пойму, какие барьеры определенные есть, которые не могу решить, я думаю, потом уже будет понятно, хватает нам полномочий или нет. Но я уверена, нашим слушателям интересно, вот почему молодые люди вообще решили баллотироваться, и те, кто прошел, вот вы лично, почему для вас было это важно? Да, конечно. Могу рассказать, почему я решил стать депутатом. Я являюсь послевоенным гражданином. Я родился и вырос в селе Ишера, видел всю ситуацию изнутри, и для меня никогда не было безразлично все, что происходит, и всегда везде принимал участие. Это один момент. Заинтересован был в развитии, как и района в целом, так и всей страны. Это один момент. Свою трудовую деятельность я начал с Сухумского района. После обучения я вышел на работу в Сухумский район в отдел приватизации и госимущества. Самое главное, что вы родились и решили остаться в родном селе. Имею в виду еще, что смотивировало меня очень сильно. 4 года проработал в этом коллективе, потом перешел на другую работу и обещал им вернуться. И помимо того, что я проработал в этом коллективе, я постоянно принимал участие в решении определенного рода вопросов, которые касаются моих сельчан. И понимал, что в качестве депутата мне будет намного легче снимать эти задачи. А председателем, конечно, это уже была не моя инициатива. Так сложились обстоятельства. Вам доверили руководить? Да. Я знаю, что в рамках собрания уже созданы комиссии. Да. Расскажите вот вкратце, какие это комиссии, потому что это понимание приоритетов. Конечно. В собрании мы сформировали 7 комиссий. Могу вкратце как-то обозначить. Да, коротко, если у нас не так много времени остается до конца. Основной комиссией является комиссия по вопросам финансов и бюджету, там экономической политики, инвестиционной деятельности и так далее. Потом идет комиссия по вопросам образования, науки и культуры. Комиссия по вопросам социальной политики, здравоохранения и правам человека. Комиссия по вопросам архитектуры, строительства, земельного имущества, отношения собственности и приватизации. Земля и архитектура. Да. Комиссия по вопросам сельского хозяйства, энергетики, жилищно-коммунальным хозяйствам, транспорту и связям. Контрольно-ревизионная комиссия и охрана правопорядка. Комиссия по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики. 7 комиссий. Все важные ключевые направления. В принципе, да, решили мы как-то все зацепить. И что хочу подчеркнуть, в каждой комиссии есть председатель комиссии, заместитель председателя и 3 члена комиссии. Каждый будет заниматься своим направлением. Так, да. Что касается созыва, видимо, вы это хотели спросить, хочу подчеркнуть именно тот момент.
у меня есть 7 коллег с предыдущего созыва. Остальные все вновь избраны. Астамур, в рамках этой беседы мы не сможем все вопросы охватить, поэтому будем вас обязательно приглашать. Спасибо, что сегодня были с нами здесь, в нашей студии. Благодарю. Спасибо вам. Нашим слушателям напомню, у нас в гостях был глава собрания Сухумского района Астамур Авицбе. Мы говорили о задачах нового собрания.